Дамы и господа, мы продолжаем. Вам трехраундный бой в легчайшем весе. И в синий угол добро пожаловать боец из Кыргызстана. Встречайте, Баяман Эсенбек Улфу. Так, Баяман Эсенбек Улу у нас открывает третий поединок. Боец из Кыргызстана, представляющий промоушен WF Global. 22 года парню, 61,2 килограмма вес, 168 сантиметров рост. Профессиональный рекорд. 2 победы, 2 поражения. Все свои бои он провел в промоушене WF Global. Две победы по решению судей. Поражение также одно по решению судей, одно болевой прием на самой заре его карьеры. То есть парень готов проходить полную дистанцию в октагоне. Выносливый, физически сильный, крепкий. Но ждет его непростое испытание в лице Рамазана Кайырбекова. Красный угол. Добро пожаловать, боец из России. Дамы и господа, встречайте, Рамазан Кайырбеков. Соперник у нас Баяман Эсенбек Улу Рамазан Кайырбеков. Боец, ведомый тренером Анаром Гусейновым, представляет клубы Тосно ММА из города Тосно, Ленобласть, и Сечь Про Санкт-Петербург. 22 года также ему. На весах показал 60 килограмм 800 грамм, 168 сантиметров. Профессиональный рекорд 3 боя и 3 победы. Одна победа еще не занесена. Официально она состоялась на недавнем турнире Кубок Великоросса. Мастер спорта по панкратиону, боец универсальный, умеет как биться в стойке, так и бороться. Мы видим, что и главный тренер команды Сечь Про Егор Пушкин будет у него в углу. Ну что ж, хорошие тренеры в углу – это большой залог к успешному ведению боя. Соперников и первый бойца в синем углу. Ему 22 года. Его рост 168 сантиметров, а вес 61,2 килограмма. С профессиональным рекордом 2 победы при 2 поражениях. Дамы и господа, из Кыргызстана приветствуйте Баяман Эсенбек Улфу.
А вот и его соперник в красном углу клетки. Бойцу 22 года, его рост 168 сантиметров, а вес 60,8 килограмма. Профессиональный рекорд 2 победы, без поражений. Он мастер спорта по панкратиону, представляющий клубы Сечь-Про и Тосна ММА из России. Вот он, Рамазан Гайрабеков. Рефери поединка Алексей Касаткин. Итак, Алексей Касаткин рассудит этот поединок. Байман Асанбекулу, Кыргызстан против Рамазана Гайрабекова, Россия. Начинается у нас бой. Пока что осторожничают на первых секундах оба бойца. Присматриваются друг к другу. Парни молоды, но искушены в единоборствах. Первый лоу-кик наносит такой проверочный Рамазан. Щупает дистанцию. Пытается раздергать Баймана. Ну, Байман тоже не хочет форсировать ситуацию. Ну да, я говорю, что присматриваются друг к другу. Но вот еще один лоу отвешивает сейчас Гайрабеков. Пытался фронт-киком его так удивить Байман. Дергать, напрягать его. Не давайте ему. Вот мы слышим, что даже зрители пытаются подсказывать тем, за кого они болеют. Минута между тем прошла вот такой вот разведки у нас. Никто не взрывается, никто не рискует. Вот хороший хай-кик кыргызского бойца по защите. Не смутил нисколько Гайрабекова. Еще один хай-кик. Удалось высадить сейчас Гайрабекову ногу Байману. Сразу же отвесил мощный удар в голову. Так пошатнул он кыргызского бойца. Но тот быстро пришел в себя. Еще один внутренний лоу. Так, походу потихонечку ключи Рамазан подбирает своему оппоненту. Байману нужно быть очень аккуратным. В центропометрии на стороне Баймана можно было бы попробовать как раз таки удивить фронт-киком или каким-нибудь. Да, видимо, у нас изначально... 2 минуты прошло. 3 остается. Начинай делать. Изначально у нас немножко, видимо, неверные данные, потому что видно, что выше явно Байман, хотя у обоих написано 168 сантиметров. Ну, какую информацию предоставляет команда бойца? Мы записываем, подхватывает ногу сейчас Рамазан. Но удалось вырваться. Еще нанести удар. Да, еще и нанести удар. Ну, Байман тоже так, мы видим, что ударом в карман не лезет. Отвечает, старается на все атаки. Хай-кики вот эти очень опасные. Майя, дай в голову ему с ноги, Рамазан. Еще одна попытка удара ногой. Подавик сетки, оттуда Майя, дай в голову. Посмотри, как он там естественно ходит, центральную линию. Увидит он от тебя удар, как центральную линию. Хорошо, молодец. Пытался сейчас прямым ударом достать кыргызский боец своего оппонента. А вот первый проход в ноги, встречает его Рамазан, клинч. Удар коленом в корпус. Ну, посмотрим, на чьей стороне будет преимущество в борьбе. Так, разворачивает в сетке своего оппонента Байман Асанбекулу. Пытается добраться до ног, но неплохо Гайрабеков держит баланс. Это очень болезненный удар по внутренней стороне. Голень, не голень, бедра, да. Ну, вот мы видим, что сейчас на печень пытался переключиться Байман. И плечом. Вот здорово, когда боец использует вообще любой возможный арсенал. И колени, и плечом, челюсть, чтобы не застаивался. Ну, грамотно очень ведет бой сейчас кыргызский боец. В то же время Гайрабеков и дает ему развивать невесомое преимущество. Пока что есть шанс, что это будет первый бой, который может дойти как минимум до второго раунда. Обменивают клинчи бойцы. Но Гайрабекову удалось теперь самому оппоненту повернуть и всех держать. Вы пробуете тейкдаун, судя по всему. Конечно, да, концовку будет забирать. Сейчас кто концовку заберет, раунд-то равный. Тот раунд, ну, кто забирает концовку, забирает раунд. Отказался от идеи пробовать ногу. Ну, такие колени влетают. Опять удар по внутренней стороне бедра. Да.
Ну что ж, бойцы достойны друг друга. Хороший плотный бой мы видим. Пока что никому из них не удается свою чашу весов склонить на свою сторону. Это вот один из тех боев, который был организован по схеме WEF Global против сборная. Опа! Очень похоже на то. Сейчас немножко ошибся Баяман. Это прям настоящий слэм сейчас был. Так, а что такое? Жестко взял шею Гайрбеков. Баяману нужно держаться. Спасен Горный. Да, ну, молодец. Но надо сказать, что находясь в захвате, да, Баяман сильно пальцами в лицо лез Рамазану, ты видел? Но Я вот понимаю, что он был как бы заключен в сабмишн, Да. Он но тем не пытался менее бороться. правила были нарушены. Как ты считаешь? Алексей Касаткин у нас должен следить такими вещами. Потому что концовка раунда сильно не повлияла это на Вот мы результат. сейчас посмотрим, но шикарная концовка первого раунда, просто вот вообще огонь. Я говорю, пацаны достойны друг друга, бьются. Вот, кстати, это вообще обоюдный был даже удар. Только... На встречных. Да. встретились. Вот, прям, да, соперники достойны друг друга. Ну и как я начал говорить, это... Вот смотрим, да. Вот Посмотри пытается... на правую руку вот сейчас. Нет, это уже конец момента. Это уже конец момента мы видим. И Баяман так на морально-волевых удержался. Как ты долго. думаешь, Баяман, если бы еще секунд 10 был близок к тэп-ауту? А это вопрос, который навсегда останется без ответа. Ну как по визуальному захвату? Крепкий он был, как считаешь? Ну, захват был шикарный, но в то же время, что и Баяман делал все очень грамотно. Опять же, есть люди очень терпеливые, есть люди, у которых там, ну, есть физиологические такие особенности, которые позволяют терпеть удушающие. Подготовка специальная. Ну ладно, смотрим второй раунд. Что будет дальше? Будем надеяться, что парни, взяв такой отличный темп и такие приемы нам показывают, будут продолжать удивлять нас и дальше. Баяман Сенбекулу, Кыргызстан против Рамазана Гайрбекова, Россия. Пошел вперед Рамазан. Так немножко сумбурно было. А вот сейчас хорошо встретил попытку лоу-кика. Попытку ушира в печень. Без подготовки такие удары лучше не бросать. Его нужно маскировать, тогда он будет эффективным. А хороший боец, а Баяман у нас боец хороший, он уже это доказал в первом раунде. Соответственно, видит это издалека и будет уходить. Сейчас Баяман контролирует центр октагона. Рамазан пытался на скачке пробить. И вот ноги снова проходят на кыргызского бойца. И хорошо встречает Рамазан. Но искушен в борьбе, это видно. Как я говорил, боец универсальный. Ну, Рамазан я просто лучше знаю, его наблюдал на нескольких турнирах. Ну и Баяман сейчас. Парень не промах. Бьется очень достойно. Тоже технарь, крепкий. И тут ну, вообще сейчас, я не знаю, пока судьям будет очень тяжело. Я думаю, что первый раунд был равный. Пытается буквально вырвать. И тейкдаун удается Баяману. Он работает с халфгарда. Ну вот, у нас рефери наконец вмешивается. Дальше за сетку хвататься нельзя по правилам. Непростая ситуация для Гайрбекова. Он прижат. В углу ему пытаются отключить левую руку с коленом. Пытается обойти удар. Сейчас Баяман практически это удается. Да. Ой, ты спину отдал Рамазан. Вот тоже сбросил. А вот и нет. Сразу гильотина. Но Баяман сразу в ноги. Так, а вот... Да, вот у нас был сейчас как раз шанс проверить концовку первого раунда. Да, что вы хотели, Матвей, увидеть? Да. Опасные локти снизу. Ну, по правилам сегодняшнего турнира они разрешены. Пока что у нас что-то не меняется. Позиции, положение. Бой абсолютно равных соперников. Такие бои всегда смотреть крайне интересно. Он сейчас пытается... Ага. Собственно, как в стиле Александра Шлеменко, вот попытка встать от сетки. Ну и эту технику уже тоже давно применяют, и давно против нее противоядие нашли. Соответственно, сейчас Баяман это прочувствовал. И не отпускает Рамазана. Вот
мы слышим, прям как подсказывают, не только из угла Рамазана, но прямо и с зрительского зала. Вставать надо, Рамазан! Вставай! Остановился! Удается встать Рамазану, тут же Байаман переводит обратно. Восстанавливая статус-кво. И более того, еще и сбоку он заходит. Ситуация для Гарибекова крайне неприятная. Вот попытка отключить руку. Ну, на распятие сейчас пытается Байаман поймать своего оппонента. Нужно рисковать Рамазану, нужно вставать. Пока второй раунд потихонечку уплывает из его рук. За счет именно активной работы кыргызского бойца. Ну, кстати, вот, да, понятно, что готовил Рамазан, но передумал. Резкий такой замок на шею. Решил побороться все-таки за позицию, попытаться встать. Хороший контроль мы наблюдаем со стороны Байамана. Набирает сейчас баллы Байаман в данный момент. Безусловно, конечно. Верхняя позиция — это сайд-контрол какой-то такой, не самый, конечно, академический, но тем не менее. Активность. Есть активность, есть доминирующая позиция. Соответственно, как бы, ну, по идее, баллы должны ему идти. Понятно, что нет каких-то разрушительных воздействий, но при этом постоянно идет как бы активность и доминирующая позиция. Поэтому второй раунд у нас Байаман, я думаю, забирает. Рядом с бойцами мы видим два пояса. Один пояс WF Global и второй рядом это Kingdom Professional Fight. Те пояса, которые будут разыграны сегодня дальше в карде. Да, дорогие друзья, сегодня богатая программа у нас. Ждут насыщенные бои. Итак, у нас концовка. Ага, пытался. подловить Байаман. Да. Вставай, я сам хотел тейкдаун. Хитрый ход, да. Ну и так, я думаю, что сейчас Байаман второй раунд забрал. Компания «Неопроф». Обработка рулонного и листового металлопроката. Производство профнастила, европакетика и металлочерепицы в Санкт-Петербурге. Таможенный брокер «Меридиан» доставляет и оформляет грузы с 2000 года. Поможет перевести груз и пройти таможню Хороший без скролл, да, потери был? времени и денег. Сделает комплексную поставку, подберет транспорт, соберет документы, подаст декларацию, оформит и привезет груз на склад или подключится на нужном этапе. А также компания «Великорос». Настоящий отечественный бренд. Всем спасибо. Biggest in the heavy, then it's called I got a solo. Single letter, don't you put a four up in the soda. Trying to get this your love, all that double on my shoulder. Go to stick with the stick, punch your watch it like a cover. Nigga hate, you bitch, I'm a fucker on that cover. And you won't get it, you don't forget about your brother. 55 I got it better than I could. Ну что ж, третий решающий раунд схватки между Байаманом Эсенбековым Улу и Рамазаном Гайрбековым. И, как мне кажется, Рамазану сейчас нужно какой-то геймплан менять. Посмотрим, что секунданты ему подсказывали в углу, потому что ему нужно атаковать, ему нужно быть агрессивным, если он хочет выиграть этот поединок. Ну, а Байаману велосипед изобретать не надо, ему все было крайне неплохо во втором раунде. Посмотрим, удивит ли нас Рамазан чем-то. Обоюдный удар навстречу. Так, и снова у нас в борьбу идет Байаман. Подхватывает одну ногу, пытается провести тейкдаун. Высекает ногу сейчас соперника. Вот все возможности, чтобы такую технику Хабиба сейчас применить у него есть, потому что Хабиб научил весь мир в такой позиции отключать обе ноги соперника и переходить сразу в маунт. Но Байаман пока этим не пользуется, предпочитает у нас халгарда снова работать. Ну, в принципе, зачем ломать то, что работает? А вот Рамазану, конечно, залеживаться категорически противопоказано. Байаман набирает очки, но если Рамазан хочет как-то изменить ход боя, то ему нужно предпринимать какие-то контратакующие действия, потому что фактически мы видим картину второго раунда. Пара ударов попадается, позиция остается той же, еще один.
Рамазан сейчас опять попытался подняться по сетке, но Байман его не пустил. Пытается включать Байман с верхней позиции. Уверен, он сейчас доминирует, контролирует своего оппонента. У Рамазана остается всего полраунда на решение этой проблемы. И я могу сказать, что, скорее всего, теперь ему побежать нужно только досрочно. Потому что Байман очень уверенно, скорее всего, лидирует на судейских записках. Делает он все, что нужно. Ничего лишнего. Уверенно, методично и неотвратимо. Вот пытается сейчас Гербеков встать. Байман это чувствует. Снова так подтащил от себя ноги оппонента, не дал ему выпрямиться. Удар локтем наносит Гербеков, но тут же ему отвечает Байман. Постоянно корпус, голова, потихонечку так окучивает. Удары вроде не сильные, но очень чувствительные. Более того, это и есть та самая активность, то самое доминирование. И опять подтянул Рамазан. Да, очень чувствует. Опять подтянул его обратно. Как только Рамазан начинает после сетки лопатками забираться, Тоже, да, Байман это чувствует. и обратно. Ну, тут еще и нельзя не отметить, что еще и в углу идет работа, как бы, то есть там это сейчас возле синего угла происходит сражение. Соответственно, Байман слышит своих секундантов. Даже не полторы, минуты 20 остается у нас до конца третьего раунда. Уверенно ведет бой к своей победе Байман Исенбекулу. Набирает очки. Рамазану сейчас нужно что-то прям что-то неожиданное какое-то придумать в последнюю минуту, если он хочет выиграть. И не потерпеть первое поражение в своей карьере. Такое ощущение, что у Рамазана нету ключа сейчас никакого из этого замка. Ну, как-то да. Он пробует еще раз подняться по сетке, но никакого конкретных действий мы не видим. Все так же, как и во Но он втором в тяжелой раунде. ситуации, то есть он вжат в сетку, там особо не покрутишься даже, там ни какой-то капкан не накинешь на своего оппонента. Не особо понятно, что делать. Плана Б здесь не было. Киргиз контролирует ход поединка. Не хочет, наверное, форсировать. Зачем ему это? Зачем? Осталось Да. 27 секунд, и, возможно, победа уже становится невозможной фактической. Конечно, нет, так я говорю, ему велосипед изобретать не надо, у него все хорошо. А Рамазан просто вот зажат, и никак ему не вырваться, ничего не сделать. Шанс вот был у Рамазана, когда он поймал на билетину в первом раунде. Все. По большому счету. Второй, третий раунд у вас Байман Исенбекулу забрал. Ну что ж, раздается гонг. Но я думаю, тут сомнений быть не может. Байман Исенбекулу выглядел сильнее в этом поединке. Мы подождем, что скажут судьи. Рамазану не расстраиваться, надо делать выводы из этого поражения. Соперник был силен, соперник был хорош. Очень нравится песня мне Saint John Flex, не могу. Вот мы видим прямо сразу разбор полетов, не отходя от кассы. Работа над ошибками, домашние задания, может быть, будет выдано. Ну, что поделать, без поражений побед не бывает. Главное, правильные выводы из всего делать. Дамы и господа, по завершении трехраундового боя единогласным решением судей победу одержал Байман Исенбекулу. Поздравляем Баймана Исенбекулу с заслуженной победой. Благодарит он Нажмедина Хаджаева, который был в его углу. Это человек, который делает огромную работу для всех бойцов из Узбекистана, из Кыргызстана. Для многих он как второй отец буквально. Очень многие молодые парни благодаря ему получили свой шанс стать профессиональными бойцами. Я думаю, что именно поэтому Байман и поднял его руку